Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Мы сегодня проводим первое заседание Общественно-консультативного совета при главе республики по межнациональным отношениям. Друзья, мы сегодня говорим о межнациональных отношениях, аспектах данной деятельности. Мы рады здесь приветствовать представителей некоторых национальностей, культурных центров. Мы сегодня живем в одной республике, мы в одном доме. Мы сегодня с удовольствием можем отметить, констатировать, что благодаря позиции Рамзана Кадырова представители разных народностей, разных национальностей, они представлены в республике практически во многих государственных органах исполнительной, муниципальной власти. Наши братья, сестры, представители культурных центров, они принимают самое активное участие в общественно-политической жизни республики. Мы сегодня консолидированы, мы сегодня в одной команде, мы сегодня вместе на пути нашего первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Это заветы нашего первого президента. Держаться вместе. Мы видим сегодня обстановку и геополитическую обстановку в мире, мы видим давление вокруг нашей страны, в частности нашей республики, мы видим, как ежедневно практически вносятся в санкционные списки наши братья из республики. Мы гордимся этим, мы достойно противостоим различным факторам внешнего давления, потому что мы на правильном пути. Мы сегодня с уверенностью можем заявить, что в мире идет борьба добра со злом. В мире идет борьба людей, религии, традиций, обычаев против сатанистов, против аморального образа жизни. И хвала Всевышнему, что мы сегодня на стороне добра. Надо учитывать, что мы живем не в вакууме, не в каком-то закрытом регионе. Мы открытая республика, к нам тоже могут люди. И приезжают, и могут сотни тысяч туристов ежегодно, и приезжают, и уезжают из разных стран. Здесь важно учитывать тот фактор, что вот кроме того, что эти явления происходят в различных европейских странах, прикладывается максимум усилий, чтобы распространить эту свою идеологию по всему миру, чтобы распространить метастазы этой идеологии, скажем так, во все страны, регионы, в частности, в такие регионы, где люди придерживаются традиционных, семейных, религиозных ценностей, такие, как мы, имеется в виду. И мы наблюдаем многочисленные попытки проведения вот такой вот лоббирования, такой идеологии у нас в республике среди молодежи. Мы фиксировали и пресекали распространение различной книжной продукции у нас в республике. Как так называемая мягкая сила, она работает, и распространялись различные печатные издания, которые пропагандируют не совсем откровенно, поверхностно, но тем не менее пропагандирует различные нетрадиционные ценности. Кроме того, у всех представителей, имеется в виду молодого поколения, у всех жителей практически есть выход в интернет, в социальные сети. Тоже своего рода пропаганда со всех платформ, интернет-платформ тоже налется. В данном контексте нам необходимо представителям наших национальных культурных центров вести профилактическую работу, разъяснительную работу с представителями ваших национальностей в республике. Мы вам тоже поможем в этом. Саид Мухаммад и другие коллеги с министерства уезжают к вам, насколько мы знаем. Можем других специалистов организовывать встречи, потому что если из Чеченской республики какой-то представитель любой национальности, скажем так, если он будет жителем Чеченской республики, если за ним будут фиксировать какие-то неправильные вещи, то это, как мы все знаем, получает такой резонанс, распространение, об этом все говорят, и различные провокации вокруг этого проводят. Поэтому надо проводить активно нам разъяснительную работу. Все эти явления, они, если мы расслабимся коллективно, эти явления, они, возможно, и в нашей республике постараются проводить различные вот такие вот акции. Но это требует от нас консолидации, еще больших усилий, чтобы мы точно так же занимались и в дальнейшем воспитанием, духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, принимали активное участие во всех процессах, происходящих в республике. В марте у нас много мероприятий планируется, поэтому мы сегодня решили провести заседание данного общественно-консультативного совета. Спасибо еще раз, что вы
приехали, всегда рады вас видеть. Как мы договаривались, двери министерства, всех подведомственных организаций, они вам всегда открыты. Мы всегда рады вас видеть и рады с вами взаимодействовать, сотрудничать, оказывать посильную для нас помощь, поддержку в развитии национальных культурных центров.